Несмотря на предупреждения от банков, экспертов, друзей и родственников, мошенники крадут все больше денег у якутян. Уверена, что многие задаются вопросом: как так? Как такое могло произойти? Как он или она поверил или поверила? Действительно, очень сложно поверить в то, что люди продолжают попадаться на уловки мошенников и теряют свои кровные, но чаще заемные средства. Дело не в общей безалаберности и наивности, а в том, что злоумышленники используют в разговоре специальные приемы, которые выводят из строя нашу систему обороны. Что это за приемы и кто в группе риска? Именно об этом мы сегодня поговорим в нашем новом выпуске. Интернет-мошенники обманывают самых разных людей с самым разным жизненным опытом, образованием и характером. И это далеко не всегда пенсионеры или дети, которые не знают о распространенных тактиках обмана. Но есть определенные факторы, которые делают человека более уязвимым перед интернет-мошенниками. А именно, это зависимый тип личности, виктивность или позиция жертвы, эмпатичность, развитое чувство сострадания, депрессивное состояние, тревожность и так далее. А теперь я попробую более подробно рассказать об этих факторах нашей уязвимости. Зависимый тип личности проявляется в склонности постоянно спрашивать чужое мнение, привычке опираться на других при принятии решений, совершении каких-то действий. Этим людям сложно быть самостоятельными, сложно выразить свое несогласие с чем-то, особенно в стрессовой ситуации. Виктимность характеризуется уверенностью в том, что весь мир вокруг плохой и злой. Сам человек – жертва происходящего вокруг. Такие люди склонны чаще попадать в проблемные ситуации. А людям с высокой эмпатичностью, а также тем, кто страдает от депрессии или тревожности, а таких сейчас очень много, сложнее принимать рациональные решения. В стрессовой ситуации они более уязвимы. Например, при депрессии у человека замедленные реакции, снижена концентрация внимания, он пассивен. А эмпатичные люди глубоко проникаются проблемами окружающих, готовы прийти на помощь в любой момент. Их легко вывести на сопереживание, что дает удобный крючок для манипуляции. Если мошеннику удается во время звонка построить хотя бы минимальную коммуникацию с жертвой, он по голосу может быстро понять, какой перед ним человек, и использовать это в своих целях. Конечно, только лишь понимание типа жертвы недостаточно. Мошенники умеют правильно пользоваться ситуацией, и ваша задача – не дать им этого сделать. Советы психолога, которые вы услышите далее в нашей программе, могут очень сильно изменить ваш настрой и в целом взгляд на финансовую грамотность. У нас в гостях Шкулепа Алена Николаевна, психолог, бизнес-психолог, системный семейный психолог. Здравствуйте, Алена Николаевна. Здравствуйте. Думаю, что стоит начать с общих вопросов о финансовом мошенничестве. Вот, наверное, давайте раскроем первый вопрос. Да? Вот, какие психологические механизмы делают людей уязвимыми к финансовому мошенничеству? Вот, что такое? Что происходит с человеком? Ну, мы все с вами думаем по-разному, и вообще у нас у всех есть какие-то установки с самого детства. И вот эти установки влияют в целом вообще на восприятие финансов и на финансовую грамотность в том числе. И, например, если говорить именно о механизмах, то вообще у нас все, что связано с финансами, вызывает разные эмоции и чувства. И, соответственно, если у человека что-то с этим связано негативного, значит, у него определенные стопы, блоки, какие-то телодвижения он делает. Ну и если, например, позитивное мышление в другую сторону это переходит. То есть либо человек, например, боится рисковать, либо наоборот, он там разрешает себе абсолютно все, что то, что другое, как ни странно, может привести к тому, чтобы попасть вообще в любую мошенническую схему. То есть здесь из крайности в крайность, это вот как раз про этот случай. Да. И тогда какие все-таки эмоции, вот мы все время говорим, да, о том, что вот мошенники находят вот эту удочку, да, вот эту вот наживку, на которую клюют люди. Так вот, какие в основном эмоции используют мошенники в своих злых схемах, и как им удается вот обмануть людей?
Ну, мы с вами уже как-то на эту тему разговаривали. Я думаю, что это общеизвестно, что вообще в мошенническую схему или вообще под действием мошенников может оказаться любой человек абсолютно, потому что здесь зависит не только от конкретной личности, а зависит, в каком состоянии человек находится. И то, на чем чаще всего играют мошенники, конечно, на страхе. Страх либо деньги потерять, страх либо чего-то не узнать, какую-то информацию не получить, страх в чем-то оказаться. Именно поэтому, например, мошенники, представляющиеся от органов власти, тоже имеют свое влияние. То есть там очень-очень много всяких страхов. И, естественно, если человек еще и склонен к тревожности, или, например, у него вот такая череда каких-то неудач, то вот попасть в эту историю очень легко бывает. И получается, что человек находит, вернее, не находит, а как вот он цепляется за это. Либо за возможность, да, если ему предлагают какой-то выигрышный вариант, либо цепляется за возможность не потерять, например, да? Но плюс ко всему, если мы с вами послушаем, понятно, что очень много сейчас и видео, и аудио мошенников, но вообще у нас есть еще и воздействие эмоциональное, у нас есть еще воздействие аудиальное, вот это подстройка под тоны голоса, под скорости, это тоже все абсолютно рабочие инструменты. Тогда получается, что вот человек стал жертвой мошенников, да? И вот никто же не задумывается о том, что дальше с этим человеком происходит. И люди чаще всего, те, которые стали жертвами мошенников, они стараются об этом не говорить, потому что, насколько мне известно, потому что я общаюсь с такими людьми, да, пытаюсь помочь им, но им очень стыдно. Вот. Скажите, пожалуйста, вот что делать и как человеку реагировать, если он вдруг стал жертвой мошенников? Что ему нужно сделать? Вообще, вы замечательный вопрос задали, потому что вот как раз это такой момент, когда к психологам реже всего обращаются, потому что стыдно. Потому что вообще, как это, тебя обманули. И, естественно, когда ты становишься жертвой мошенников, у тебя там в первый момент шок. Ты ты вообще не понимаешь, что произошло. Потом дальше чаще всего повышается тревога, потому что обычно у этого какие-то последствия. Да? Либо это у человека были последние деньги, либо это чьи-то деньги, либо он там на что-то рассчитывал, там была какая-то другая история. И эта травма, а это по сути травма, она начинает затягиваться. А в связи с тем, что у нас пока еще только развивается вот это вот обращение к психологам по поводу таких вопросов, плюс ко всему, если это, например, коммерческая психология, понимаешь, что у человека и так денег нет, да, и сейчас еще нужно деньги заплатить, чтобы вылечиться от этого всего. Поэтому, конечно, это вызывает определенные трудности. А что нужно делать человеку самому? Во-первых, первое, с чем надо работать, во-первых, надо про это кому-то рассказать. Вот даже сам момент, как бы ни звучало, не обязательно применять какие-то там крутые психологические технологии. Это, как говорится, можно позже сделать. Но выговориться, рассказать это кому-то, тому, кто тебя не осудит. Не обязательно тому, кто попал в эту ситуацию, а тот, кто к этому адекватно отнесется, кому-то близкому человеку, близкому другу, сказать, что вот такая ситуация. Потому что травма работает у нас следующим образом. То есть в момент, когда это произошло, почему очень часто в местах, связанных с какими-то катастрофами, работают психологи, потому что это нужно снимать сразу. Иначе дальше она начинает работать, внедряться в жизнь и начинает влиять на все остальное. Она такая капсулируется, и потом уже человек не понимает, плохо, от чего плохо, прошло уже много лет. Здесь очень важно это делать по горячим следам. Тогда и последствий будет гораздо меньше. Смотрите, какой момент. Вот ты же чувствуешь вину, первый момент шок, потом ты чувствуешь, что ты дурак. Да, самое это какое, да, вот как ты мог, и дальше начинается вот это самобичевание. Ты никому не рассказываешь про это, потому что все же тоже так же подумают. А здесь, если ты легализуешь эту ситуацию, что да, ты совершил глупость, такое с каждым бывает. Во-первых, ты окружающим показываешь, что вообще-то, нет ничего в этом катастрофически страшного. А во-вторых, ты официально объявляешь о том, что нет, все это доведено до конца, и ты не сделал вторую глупость, не сообщил об этом. Это тоже такой момент, он и про смелость, и про работу вот с этим травмирующим событием. У меня к вам вопрос. Вот я провожу уроки финансовой грамотности для детей, для взрослых, абсолютно разные аудитории, абсолютно разные люди и абсолютно разный подход к получению информации. Если дети сразу впитывают информацию и начинают делать вот как ты им говоришь, да, вот все вот по плану, то взрослые — это очень тяжелый случай. Есть, которые начинают спорить.
Вот вроде как, я рассказываю свое экспертное мнение, да, плюс у меня там опыт большой, и я делюсь этим опытом. Но все равно возникают спорные моменты. Вот почему это происходит? Почему люди не хотят учиться финансовой грамотности? Я это говорю открыто, потому что я с этим столкнулась именно на очных занятиях. Потому что люди вообще не очень хотят учиться тому, чего им не интересно. Давайте так. Знаете, как любимый вопрос детей «почему?». Именно поэтому с ними проще. Ты даешь им некую схему, они ее применяют, она совершенно спокойно встраивается в юный мозг. Любимый вопрос взрослого «зачем?». Если человек никогда с этим не сталкивался, он не собирается заниматься, я не знаю, инвестициями, к примеру, да, он не собирается со всем этим делом, он задает резонный вопрос: мне зачем все это нужно знать? Нету денег у меня, зачем? Да, денег мне нету, зачем мне вообще все это? И соответственно, мы отсюда дальше, как говорится, пляшем. Вся ситуация в том, что взрослые люди вообще еще трудно воспринимают информацию, потому что еще у них уже есть некая система знаний, на которую они опираются. Если то, о чем вы говорите, начинает противоречить, начинается сопротивление. Вот это такая, мне как бизнес-тренеру эта схема очень понятна, потому что там рассказываешь про какие-то вещи, но есть просто технология, через что можно попробовать донести до взрослого человека, но есть одно самое главное условие, чтобы он хотел получить эту информацию. Как людям показать, что роль финансовой грамотности, она очень важная для их жизни, для их повседневной жизни? Через жизненные примеры. Потому что со взрослым человеком очень хорошо через жизненные примеры. Слышал ли он что-то, знает ли он о том, что, а как он думает по этому поводу. Вот через их мнение внедрять это вот только таким образом. По-другому вряд ли это получится, потому что смотрите, какая еще история у нас, особенно в нашей стране. Ведь вопрос финансов табуирован. Да, мы там на две темы не разговариваем, практически никто и никогда, и одна из них — это финансы. Потому что, с одной стороны, чисто психологически финансы и вообще состоятельность, памятуя о Советском Союзе, не в обиду совершенно, им будет сказано. Значит, если ты состоятельный, скорее всего, ты вор, да, и быть вообще состоятельным стыдно. Да, с другой стороны, мы уже там какое-то количество лет мы живем в капитализме, в условном капитализме, да, и как будто бы наоборот сейчас деньги очень важно, важно, важно. И вот этот диссонанс, который постоянно у нас в обществе происходит, он, собственно, и вот такие результаты дает. То есть, с одной стороны, есть поколение людей, которые финансово вообще ничего не понимают и не знают. Для них, например, вклады являются средством заработка, а не сохранения. Да? Как вот я в свое время в банке работала, очень долго мы на эту тему рассуждали. А для других там рисковать в инвестиции просто там, потому что, там обещают какие-то бешеные вещи, там, условно, само собой разумеющаяся какая-то история. И поэтому про финансы вообще трудно разговаривать. И почему, например, сопротивление очень часто возникает? Вот вы говорите в какие-то вещи, да, и у кого-то это. Потому что вы где-то, скорее всего, очень четко в точку попали. Вот в ту боль, которая у человека есть. А в связи с тем, что взрослые люди им очень важно сохранять лицо, конечно, никто же не признается, вы знаете, да, действительно, я тут там совершенно в этом ничего не понимаю, и поэтому там давайте научите меня. Там скорее будет вот эта отстраненность. Единственная польза для того, чтобы вам, может быть, стало проще в этом вопросе, вы туда зерно все равно закинули. Оно все равно прорастет, просто человек, может, будет эту информацию получать другим способом. Пластырь налепила. Да. В этом все равно есть польза в любом случае. Насколько быстро может человек восстановиться психологически после того, как он станет жертвой мошенников? Вот есть ли какая-то надежда, что это произойдет очень быстро? Да, если по горячим следам будут сделаны определенные действия. Да. Конечно, можно это достаточно быстро. Если это затягивать, если человек как минимум в первые моменты вообще это ни с кем не обговорил, да, тогда это может затянуться и, к сожалению, на годы. А к чему может привести вот это затягивание? Вот самый плохой сценарий, который... Самый плохой сценарий – это, конечно, увеличение страха и увеличение тревоги. Просто вся ситуация в том, как травма работает. Что тревога, тревога, возникшая на основании определенного события, не отработанная, она начинает распространяться на другие сферы жизни.
А деньги же какая штука? Деньги, во-первых, это повседневное, то, чем мы пользуемся все время. То есть ты соприкасаешься, условно говоря, с этим моментом постоянно. И вопрос в доверии тоже очень сильно возникает. Потому что я думаю, что, Рит, и я, когда волонтерила среди пожилых, почему еще такое скептическое отношение к этим занятиям? Потому что ты молодая, что-то про это знаешь. Вот. Да, я вот там жизнь прожила и так далее. Совершенно без обид, но это понятная схема, почему это так вот срабатывает. Это с точки зрения пожилого человека это справедливо, потому что недоверие это первое, да, ты вот мне сейчас что-то там расскажешь, еще технологии свои какие-то там мне показывать будешь, да, я и так в этом ничего не понимаю, мне еще страшнее. Информационная культура, финансовая культура, вот есть такие разные. Вот как в человеке вообще вот и не только это зернышко, да, зародить, как говорится, да, посадить в него, но и привлечь его в эту систему? Ой, какой хороший и сложный вопрос вы задали. Знать бы мне самой как. Называется, что можем, то и делаем. Конечно, важно заниматься и просветительской деятельностью, это однозначно, потому что нет-нет, да что-то сработает. И, конечно, развивать критическое мышление. И не хочется ставить крест на взрослых, потому что взрослые люди от детей отличаются тем, что они получают вообще все, что, особенно с точки зрения информации, через свой собственный опыт. То есть человек, который, да, к сожалению, это так, поэтому фраза, конечно, учиться на чужих граблях, она чудесная и замечательная, но вот как-то человек все-таки на своих учится больше. Поэтому в данном случае, мне кажется, надо немножко так фокус, в том числе, сместить на детей, потому что у них вот это критическое мышление, вообще финансовое мышление, вот его воспитать, в разы проще. Хотя, опять же, вы же тоже сказали о том, что у вас все равно есть соратники. Да, вот мы с вами соратники, да? Да. То есть все равно есть люди, которые... И чем нас больше, тем, соответственно, здоровее и лучше будет информационное освещение этих вопросов в том числе. Потому что это действительно важно людям видеть реальную жизнь, мне кажется. Реальную картинку. Потому что когда я начинаю свой урок со взрослыми, да, по финансовой грамотности, я им говорю, посчитайте свои деньги, и вы увидите реальную картину. Посчитайте свое имущество, и вы увидите реальную картину. И вы увидите, что у вас есть дом за 6 миллионов рублей, что у вас есть машина, которая стоит 800 тысяч, что у вас есть шуба, которую вы купили за 300, у вас есть телефон, который стоит, 100-150 тысяч рублей, да? И вы сейчас можете сказать, что вы бедный человек? Что вот у вас нет ничего? К сожалению, нет. Это может быть и не к сожалению, а может быть к счастью. Да? К счастью, нет. Человек такого не скажет. И он сразу понимает, и у него сразу... Вот я иногда замечаю, как у женщин начинают прям так... У меня двухэтажный дом, а у меня там машина такая, а у нас 2 машины. Я говорю, вот видите, как хорошо. А если у вас еще есть свое хозяйство, так вы вообще миллионеры. Потому что это вы можете экономить на продуктах. У вас есть возможность есть вкусную, хорошую, правильную еду. А здесь, знаете, срабатывает еще один механизм, который тоже очень часто встречается на основании нашего, наверное, ментального воспитания. Это обесценивание своих достижений. Вот ко мне очень много клиентов приходит обесценивание своих достижений. То есть в свое время в детстве планку задрали, да, и все, что ты есть, ты не оцениваешь, ты все время смотришь на кого-то, а там круче и лучше, и ты, значит, тут несчастный, потому что у тебя нет того. Но как только ты доходишь туда, появляется следующая планка, и, собственно, человек может очень долго бежать и не добежать. Алена Николаевна, возможно, у вас есть несколько полезных советов нашим телезрителям. И я знаю, что вы принесли с собой очень важную вещь, и я прошу вас рассказать об этом. Друзья, что я бы хотела сказать по поводу вообще финансовой грамотности, все, что связано с финансами и так далее. Во-первых, не стоит бояться вообще в эту тему заходить, потому что она очень полезная для нас, для наших детей и для всех остальных. А я принесла с собой книгу. Я этой книгой горжусь, потому что иллюстрировала эту книгу моя дочь. Не могла об этом не сказать. Называется она «Нескучные финансы». Эта книга, конечно, для предпринимателей, но, честно вам скажу, когда я видела черновики этой книги, так инсайдерская информация, с таблицами, связанными с подсчетом доходов, расходов и всех остальных вещей, мне как физлицу было очень это интересно. И, как ни странно, и дочь моя, пока рисовала эту книжку, она тоже очень освоила эти вещи, поэтому что-что, а мы-то деньги считать умеем очень хорошо. Она очень классно написана.
Она такая приятная, тут интересные рисунки. Короче говоря, если хотите начинать поизучать вообще этот вопрос, вот вам, пожалуйста, называется «Нескучные финансы». По-моему, на всех ресурсах оно есть, и в электронном формате, и в бумажном тоже есть. Вот. Что еще очень хочется сказать про противодействие мошенникам, в частности, я думаю, что здесь я никого не удивлю, все прекрасно знают, что нужно делать. Включайте, пожалуйста, критическое мышление, потому что очень важный момент. Если вам звонят и вдруг решают причинить вам добро, вот они как-то за вас так беспокоятся, это повод задуматься вообще про что это. Потому что вообще-то чужие люди нам не знакомы, и о нас вообще-то никогда не заботятся. Называется «добро пожаловать в реальную жизнь». И дело не в том, что мы не про взаимовыручку, а дело в том, что это немножко неестественно. Все-таки у нас как-то мы больше заботимся про своих, про знакомых. Чтобы мне позвонил какой-то дяденька из Москвы и позаботился обо мне, да вот что-то как-то очень смешно. И вообще, все, что касается финансов, особенно все, что касается финансов, которые вас напрягают, потому что интуиция штука замечательная, задайте себе вопрос, а что внутри этого всего? Да? Что от вас хотят? Вот для чего вам эту информацию дают? Если, например, информацию, которую вам дают, вызывает у вас страх, это тоже вопрос. Да? Это про что? Это про то, чтобы себя обезопасить, или про то, чтобы на вас повлиять? И как только вот вы, взрослые люди, по-настоящему взрослые, начнете с этим разбираться, я думаю, что мошенникам просто нечем будет заняться. Большое вам спасибо, Алена Николаевна, за то, что пришли к нам в передачу, за такой интересный разговор. И очень много полезного вы сегодня рассказали. Я уверена, что наши телезрители найдут в себе силы и признавать свои ошибки, и найдут в себе уверенность, чтобы учиться на чужих ошибках, чтобы искать полезные информационные ресурсы. А ссылку на книжку мы обязательно разместим на экране, чтобы наши телезрители могли сразу перейти и прочитать. Спасибо вам, что позвали. Интернет-мошенники могут работать по разным схемам. Запугивание, подавление, игра на свойствах личности, например, взывание к азарту, самолюбию, эмпатии. Тактика зависит как от психологических особенностей жертвы, так и от личности самого мошенника. Давайте рассмотрим основные категории мошенников. Они таковы. Это агрессоры. Люди, целенаправленно причиняющие боль другим и получающие от этого удовольствие или извращенную радость. Для них это способ самовыражения и доказательства самим себе, что они сильные и чего-то стоят. Есть мошенники-хищники. У них холодное сознание, нет никаких чувств, в том числе и чувства страха у них нет. Люди для них – препятствие, через которое надо перешагнуть. Часто среди них встречаются люди с тюремным прошлым, получившие в местах заключения прививку безжалостности. Следующий тип – это манипуляторы. Они лгут, жульничают, чтобы достичь своей цели, и тем самым кормят свое эго. Независимо от типа личности, все мошенники делают по сути одно и то же – загоняют человека в стрессовую ситуацию. Они вызывают у жертвы чувство страха, давят на него, манипулируют нехваткой времени, неопределенностью и одновременно избытками информации. В стрессовой ситуации происходит выброс адреналина, запускается симпатико-адреналовая система и вырабатывается адреналин, и выключается префронтальная кора мозга. Она отвечает за здравую оценку окружающей нас ситуации и рациональные решения. Контролирует наши действия и мысли, планирование, фокусировку внимания. Фактически это руководитель мозга. Как только префронтальная кора выключается, человек начинает действовать, что называется, на эмоциях. Поэтому он и совершает такие поступки, которые позднее сам воспринимает как странные или глупые. Иными словами, во время стресса мозг утрачивает способность мыслить рационально, и у человека могут возникать когнитивные искажения, ошибки мышления. На фоне всего этого у людей включаются разные модели поведения. Например, беспомощный капитулянт – это когда на человека сваливается избыточный объем информации. У него включается ложное смирение и внутреннее требование помощи. Он начинает ждать, что кто-то другой ему поможет, подскажет, решит его проблемы и облегчит чувство тревоги.
Также может включиться покорный капитулянт. Под давлением и избыточным страхом человек становится пассивным, послушным, чтобы не раздувать конфликт и не попасть в него. Он готов отказаться от своих суждений, игнорировать свои эмоции, вытерпеть плохое отношение, подчиниться любым просьбам или требованиям. Самовозвеличиватель – тоже один из интересных типов. Это когда к человеку обращаются по имени, убеждают, что только он может что-то сделать, и на него вся надежда. Просьбы о помощи играют на его уверенности, чувстве собственной значимости. Он начинает переоценивать собственные возможности и отдается азарту. Также на поведение человека в стрессе может повлиять чрезмерный оптимизм, уверенность, что вот со мной точно ничего не случится. А еще одна ошибка – это когда человек полагается только на свой успешный опыт и игнорирует чужие истории провалов. Как защититься от мошенничества? Давайте расскажу. Поскольку современное мошенничество в основном связано с телефонными звонками, стоит приучиться и приучить людей, своих близких, друзей, с которыми вы регулярно общаетесь, сначала написать, а только потом звонить. Особенно тех, чьих номеров у вас нет в списке контактов. Помимо этого важно запомнить 5 «никогда», чего никогда не делают честные компании. Они не просят перейти по ссылке, не связанной с официальным сайтом. Они не берут предоплату за прием на работу, за брачное знакомство, внезапное наследство и так далее. Они не спрашивают ваше имя, пароль, коды безопасности, личные данные. Они не отправляют по почте вложения, которых вы не запрашивали. И они не предлагают призы, гранты, сертификаты и любое другое финансирование по телефону. Кроме того, есть еще 2 важных правила. Первое. Не допускать самонадеянности. Она часто дорого обходится. Думать, что вы сможете переиграть мошенников, рискованно. Второе правило. Если вы попали в стрессовую, тревожную ситуацию, не можете сохранять холодный рассудок, возьмите паузу, завершите разговор и проверьте информацию, которая вас встревожила. Позвоните близким, в банк и так далее. Но самое главное – развивать у себя навык критического мышления, а также понять, какие у вас есть слабые места, чему вы наиболее подвержены психологически, и укреплять их. Еще больше полезной информации в наших новых выпусках передачи про деньги. С вами была Рита Якушева. До новых встреч в эфире.